Вилюйский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежегодно выпускает ребят, выходящих в самостоятельную взрослую жизнь. Специалисты центра ведут большую работу по сопровождению своих выпускников. У нас в данное время на сопровождении 53 выпускника. Из них 36 выпускников обучаются в образовательных учреждениях и 15 работают, остальные по уходу за детьми сидят. Служба сопровождения постоянно контролирует наших выпускников, интересуется, какие у них там, может, проблемы возникли, помогаем, чем можем, консультируем. Оказываем психологическую помощь, социальную помощь. Если они нуждаются даже в медицинской помощи, мы можем им оказать такую помощь. Выпускники Вилюйского центра, покидая родное учреждение, поддерживают тесную связь не только с центром, но и с выпускниками других лет, собираясь вместе и рассказывая о своих достижениях. После выпуска я поступила в Якутский педагогический колледж по образованию музыкальный руководитель, учитель музыки. Успешно окончила и сейчас учусь заочно в высшем образовании в педагогическом институте. В данное время работаю педагогом в учреждении дополнительного образования, замужем. Есть сыночек, 5 лет. Сейчас в данное время обучаю детей с нашего центра, что очень радует. Тоже им рассказываю о том, как мы здесь весело жили, занимаюсь общественной деятельностью. Все хорошо. Я студент Вилюйского техникума группы М164, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. В данный момент я студентка Вилюйского педагогического колледжа, педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности. У меня есть маленький сын, ему годик, и муж. Я сейчас сижу по уходу с дочкой. А так я учусь в Вилюйском педагогическом колледже на воспитателя с детьми с отклонениями и сохранностью в развитии. А также я отучилась на фитнес-инструктора в московской школе, инструктор групповых программ. И еще вот в марте месяце я обучилась профессиональному визажу. После выпуска я поступил в Вилюйский техникум, далее поступил в Вилюйский педагогический колледж на учителя физкультуры. Отучился, после окончания сразу на работу поступил. Работаю в Вилюйском детском доме, где я воспитывался воспитателем третьей семьи. Я поступил на учебу в 2016 году, закончил в 2019. Светинский индустриальный техникум, электроснабжение промышленных предприятий. С 2005 года я поступил в педагогический колледж города Вилюйска по 2008. После окончания колледжа поступил в Северо-Восточный федеральный университет, отучился 4 года и получил высшее образование. С 2010 года работаю в Вилюйском техническом центре по специальности робототехника и конструирование, моделирование. В течение 10 лет сейчас работаю, женат, 2 детей, сыну 9, дочке 5. В жизни детей огромную роль играют родители и семья, а для тех, кто выпускается из детских домов, воспитатели становятся близкими людьми, теми, с кем связаны самые дорогие воспоминания. Это было мое самое яркое время, наверное. Когда я встала на ноги, это благодаря нашим воспитателям, которые заменяли нам наших мам, родных мам. Самое яркое, что было, это у меня, наверное, участие в конкурсе «Мисс Весна». Это среди детских домов. Вот там я стала первой. Вот именно вот этот конкурс мне и дал какой-то толчок, шаг вперед в развитии. Я поверила в себя именно в тот момент. Вот. А вообще, когда жила в детском доме, я всегда ценила воспитателей и всех сотрудников, которые мне помогали, во всем поддерживали.
Вилюйский центр за свою 90-летнюю историю выпустил более 1000 выпускников. Среди них первая профессиональная балерина Якутии, заслуженная артистка Российской Федерации Евдокия Степанова. Достижения выпускников – это результат огромного труда коллектива Вилюйского центра. Самое главное наше достижение – то, чтобы вот наши выпускники прошлых лет нашли свое место в этой жизни. Хочу обратиться к тем нашим сегодняшним воспитанникам, которые будут смотреть это видео в будущем. Не забывайте свой родной детский центр, не забывайте, что здесь всегда готовы вам помочь. То, что работники нашего центра – это ваши близкие и родные люди. И если, несмотря на то, что вы находитесь далеко, пишите нам, звоните нам, рассказывайте свои новости, достижения или возможности какие-то недостижения, чтобы мы могли вам посочувствовать, посоветовать или помочь по мере нашей возможности, потому что мы это делаем для вас. Мы ценим вас, мы любим вас. Выпускники Вилюйского центра получают большую поддержку не только от коллектива центра, но и объединившись в ассоциацию, куда входят выпускники всех лет. Всех выпускников детского дома приглашаем на 90-летний юбилей, который состоится в ноябре 2020 года. Всех ждем, приходите. Всем большой привет! Мы желаем руководству и коллективу Вилюйского центра процветания и успехов в их непростой, но очень нужной работе. Бүгін бейі кәпсәмет алын класс сүйіққа сколаға үйренер оғылар тұстарынан болар. Итех оғыларға бір сүрін тоқмандық ораты дейік қағыпта. Ораты бар болар. Сөбілір біле нүтчалытын қалабар әттіға значимый взрослый денді. Қая бағарар оғыға улахан кеге барсак, кенеха кумир болар, кенеха амачугас кегеде төрөп бите. Ол оғылар болағаны, ол итех оғылар болағаны улахан кегеттен нар біле кенені кетир, маныр, кенеттен қайқабыл, кені сығынын херейін қараған көрір болалар сән. Әте болағаны тоқылар олықтырыр бол бұд историяттан болаға дей, сабыдылынан оннық тақсар, оны бұ қандық бағарар оғыға бар, бұ итех оғыларға болағаны күскетік көстір. Оны болына осколаға бардағана, оғы болағана, ол білетергеділ идеалың ұстырылыған жондарын ақсанығыр ұчуталар керелер. Оғы ұчуталардан емен ар кетейір, маныр, кенерттен үшігей сыныны кетехер, әрейер, онтан санада түйер, оны кене түргені қомайар құрғыдар. Холобур учутал кыдик нахачудик сыган нахар болла, чугастык кепсетер хайыр боллагана тоқтағаны нек халқа көстібәкке бәйді ахан қалар. Онтон нахал бақ оғылақ класска оғы төбестағана ду, әбетер учутал холобур қадары білі болқымтата тейбәп боллагана ду, оғывыд бәйден қадар намақтық хананан керін бар енсін. Маннық түгенге төрөппіттер оғығы боллаганы бахарықтарын хөп. Хетте хастақ кеге ұжылыған кеге кене өйдір жон ұратыларын ден. Оны болағына оғығы өйдінер кені кене хатан бұғылыр бір еметі тейбет, олен болқомтатын ұрбат. Кене егін таптават болбатақ, мөғін етен бағарар болбатақ, кене бұл манайын сыйғын ұрбық күні еға өйдөті сататы ден оғығы өйдөті қанады. Кене тылынан үшіндік спокойн оларын кәпсетен. Оныттан самай ден оғығы тухалаға ден бұл білігін түріп бүттері, кенесін бір таптылар, кене үйілер, кенеға білі терек болалар ден өйдөбіл өйе хананық таққана оға хем бір білі бәйті саматсын кәді түйен қалбад, хем бір білі достойны тұттар, оскола бартын көрағар кыттар, оны активнай болан қалар қалан қаларсын. Олы хен бұл маннық ете қоғылар, маннық характердерін бір ордатығар кейме болқымтатын ұруыннады. Меня зовут Коля, я учусь в 6 классе. Мне 13 лет, я занимаюсь борьбой в Хапсарае, уже почти 2 месяца ходим. Любимые занятия, я люблю в футбол играть,
там баскетбол, ну и зимой там на лыжах кататься, на коньках, вот это все. Меня зовут Данил, мне 12 лет, учусь в 6 классе, в 6 А класс, занимаюсь вольной борьбой. Мое хобби кататься на лыжах, баскетбол, волейбол, зимой там помогать. Коля меня учит помогать другим, уважать старших. Мы гуляем, да, вместе ходим работать, вот это все. Гуляем вместе везде. Защищаю его, люблю. Братья всегда и везде вместе. В спортивном зале старший Коля помогает и поддерживает младшего брата Данила, обучая его физическим упражнениям. Коля и Данил трудолюбивые и энергичные, с удовольствием выполняют поручения старших. Много времени Коля и Данил проводят в столярной мастерской, обучаясь пользоваться инструментами и создавая различные изделия и поделки из дерева. То, чему они научатся здесь, наверняка понадобится им в будущем и сослужит хорошую службу. Братьям Коле и Данилу нужна семья, любовь и забота близких людей. Менің атым Жанна ден, 11 классқа үйренемін. Ылыбын, волейболлубын, рухидатчым, модалатчыбыт, хатын группаға онюбын, гитаралыбын, алдыбын, солистка группы. Жанна – мягкая, добрая и отзывчивая девочка. В этом году она заканчивает школу и планирует поступить в Якутский музыкальный колледж. Мы надеемся, что чье-то сердце откликнется, и у Жанны появятся мудрые наставники, которые поддержат ее на пути в самостоятельную жизнь.